кыргызов за господство в Центральной Азии. Барсбек Каган кыргызов. Конец VII века, начало VIII в историческом развитии Кыргызстана – это эпоха усиления роли государства енисейских кыргызов на политической арене, укрепления его государственности. Эти обстоятельства способствовали тому, что с кыргызским государством были вынуждены считаться все более или менее значимые сопредельные народы. Возглавлял кыргызское государство в тот период Ажо Барсбек. Время его правления – одна из ярких и важнейших страниц истории кыргызского народа. Барсбек был выходцем из древней кыргызской правящей династии, рано остался без отца. Всего их было 4 брата, а сам он очень любил охоту с гончими. Род Барсбека находился под особым покровительством божества Умай-Ине. Об этом говорит то, что родственники Барсбека носили редкий и престижный титул Умай-Бег. У него были старшие и младшие братья. Он смог возглавить кыргызское государство в сложных внешнеполитических условиях только благодаря своим личным незаурядным качествам. Тюрки под предводительством хана Кучлуга, являвшегося потомком династии Ашина, в 679 году освободились от китайской империи Тан и образовали второй тюркский каганат. Кыргызам, как и другим степным народам, было совсем невыгодно вместо формальной китайской опеки заполучить постоянный диктат враждебного государства. Поэтому они с тогузогузами Кагана База, корыканами, кытаями и татарами выступили сторонниками Танской империи. Однако в 688 году восточные тюрки разгромили коалицию Кагана База и стали безраздельными хозяевами степей. Кыргызы в этой битве не участвовали и сумели сохранить свои войска, что позволило Барсбеку возглавить силы, противостоящие тюркскому каганату на его северных границах. Некоторое время спустя, решив испытать силы кыргызов, он предпринял важный политический акт. Принял титул Кагана вместе с тронным именем Инанчу Алп Бельге. Это был открытый вызов Кагана кыргызов тюркскому каганату, открытое соперничество с ним за господство в Центральной Азии. Чтобы ликвидировать нависшую со стороны кыргызов опасность, Каган тюрок Капаган 691-716 года направил войско во главе с принцем Бельге на Енисей. Поход оказался безуспешным. Войско было остановлено на подходе к границам кыргызов, а противники вынуждены были довольствоваться мирным договором. Капаган признал Барсбека Каганом и выдал за него свою племянницу. В ответ кыргызы, видимо, обещали поддержку тюркскому каганату. Таким образом, договор закрепил статус Барсбека как Кагана Инанчу Алп Бельге, повысил его авторитет, однако не реализовал его амбициозных планов. В начале VIII века внешняя политика укрепившего свои позиции Барсбека была подчинена задаче ослабления позиций тюрок и устранения их из борьбы за господство Центральной Азии. В 707-709 годах он направляет в Китай, воевавший в это время с тюрками, 2 посольства с целью создания антитюркского блока, ищет пути сближения с тюргешским каганатом. К тюргешам Чуйской долины было направлено посольство во главе с Эзгене. К 709 году в результате успешных дипломатических действий он сумел организовать мощную антитюркскую коалицию, в состав которой вошли империя Тан и тюргешский каганат. Один из видных политических и военных деятелей тюркского каганата Тон Йокук так характеризовал сложившуюся в то время в Центральной Азии политическую ситуацию. Тавгачский, китайский каган, был нашим врагом. Каган 10 стрел, Тюргеше, был нашим врагом. Но самым большим врагом был могучий каган кыргызов. Враги были кругом, как хищные птицы. Мы были для них падалью. Тюрки не стали ждать, когда противники предпримут совместные действия против них. Они решили первыми нанести удар и разгромить врага по отдельности. Тюрки начали с нападения на кыргызов, которые представляли для них большую опасность, нежели другие. В 709 году тюркские войска, форсировав верховье Енисея, разгромили стратегически важные перевалы Саяна, Барсбек считал себя в полной безопасности и спокойно поджидал помощи союзников. Однако ни китайцы, ни тюргеши не поддержали его. Их в первую очередь интересовала безопасность своих рубежей. Оставшийся один на один в борьбе с грозными силами тюркского каганата, Барсбек в поисках выхода из создавшегося положения вынужден был изменить политический курс. В преддверии осени 710 года он направляет посольство в Танскую империю и тюргешское государство, а также в Тибет. Главой посольства был назначен пользовавшийся особым расположением кагана Эрен-Улуг, выходец из сильного кыргызского рода Болшар. Тонкий и опытный дипломат, он до этого 4 раза возглавлял подобные миссии. Барсбек официально не оповестил Китай о посольстве Эрен-Улуга, однако слухи о нем намеренно активно распространялись среди кочевников.
Замысел Кагана, скорее всего, состоял не в том, чтобы запугать тюрок, а лишь каким-то образом активизировать военную деятельность китайцев и тюргешей. Но уже было поздно. По неизвестным причинам Эрен-Улуг умер в пути, в результате чего Тибет не стал союзником Барсбека. Также не выступили в поход китайцы и тюргеши. Зато тюрки ускорили свои действия. Они решились на отчаянный маневр. Несмотря на суровую зимнюю стужу, обойти обороняемые кыргызами проходы в Саянах. В этом походе приняли участие будущий каган тюрок Бельге и его брат Култеген. Однако на деле кампанией руководил старый и умудренный полководец Тон Йокук. Он находит из местного населения человека, который при древнетюркском памятнике. Основные силы кыргызов были разбиты. Барсбек, собрав оставшихся воинов в Черни-Сунга, Лефи под Сунга, имел для них тяжкие последствия. Об этом говорит тот факт, что на протяжении последующих более 40 лет кыргызы не могли принимать участие в событиях, разворачивавшихся в Центральной Азии. И хотя возглавляли государство кыргызские правители, до самого падения тюркского каганата оно фактически было его вассалом.